Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия Лайв». С вами Ирина Ефимова. Одно из самых главных и нужных вложений, которые мы можем сделать, это вклад в наше будущее. И я сейчас говорю не абстрактно, а совершенно конкретно. Важно вкладывать в наших детей, развивать так называемый человеческий капитал. И сегодня у меня в гостях человек, который знает план развития для юных якутян, ну, как минимум, на ближайшие лет 5 вперед. Это генеральный директор целевого фонда будущих поколений Владимир Егоров. Добрый вечер, Владимир Анатольевич. Добрый вечер, Ирина. Давайте начнем с философского вопроса. Вот как вы считаете, вообще вклад в человеческий капитал – это действительно самое надежное вложение? К чему нужно стремиться? Ну, вот то, что вы изначально сказали, да, про то, что вот нужно вкладывать в наших детей, конечно, вот очень верно это сказано, да, и сегодня, когда экономика уже становится скоро экономикой знаний, и мы вступаем в постиндустриальную эпоху, именно знания, именно человеческие способности, его интеллект, креатив, вот это все становится очень востребованным. И даже в экономическом плане, да, не говоря уже об такой, ну, общественной таком как бы благе, да. И вкладывать на самом деле нужно действительно в человеческий капитал, и причем очень рано. Есть же высказывание известного такого основателя компании Sony Масара Ибука: после 3 уже поздно. Ну, немножко печально звучит, но это говорится... После 3 лет, да, в смысле, после поздно? 3, книга называется «После 3 уже поздно», но при этом там приводятся вот яркие такие примеры о том, что могут дети раннего возраста. Да? И вот, оказывается, можно много чему научить детей, если уже начинать с самого раннего возраста. Да? Ну, конечно, немножко, может быть, это печально звучит, но есть и хорошие, на самом деле, такой, можно сказать, новость, да, Татьяна Черниговская, известный такой наш популяризатор, психолог, да, психолог, психолингвист, да, и так далее, дважды доктор наук. Вот она говорит о том, что на самом деле нейроны, говорят, не восстанавливаются, они на самом деле восстанавливаются в любом возрасте, и нужно просто заниматься вот той деятельностью, которая тебя развивает, да. Вот. Но тем не менее, все равно нужно обращать внимание и вкладывать именно в ранний возраст, потому что исследования многочисленные, да, вот за это даже вручена Нобелевская премия Джеймсу Хейкману, показывает о том, что именно инвестиции, каждый рубль, вложенный в ранний возраст, он дает больше отдачи, чем в любой другой возраст. Поэтому я считаю вот очень верно то, что надо вкладываться в детей, причем как можно раньше. Да? То есть вы считаете, что вот, допустим, Алиса Теплякова, вот, которую сейчас обсуждают, которая не смогла сдать экзамен по философии, 9-летняя девочка, которая поступила в МГУ, наш с вами, это нормально? Да. Ну, Алиса Теплякова уникальный случай, конечно, здесь много таких вот копий, можно сказать, сломано вокруг этого, да. Но вот, ну, лично мое мнение, да, я тоже видел вот с ней как бы вот общение и так далее, да. Конечно, получается, родители, ну, фактически делают какой-то эксперимент, да. И, ну, мне, честно говоря, кажется, что именно просто познание, да, какое-то вот получение большого объема информации, да, это не есть развитие ребенка, да. То есть у каждого ребенка есть свои там определенные периоды развития, так называемые сензитивные периоды, да, периоды эмоционального развития, да, периоды, значит, интеллектуального, творческого развития. И, конечно же, важно ребенку развиваться не только вот просто вот как собирателю информации, а и как личности, да. И это в том числе вот высшее образование, вот наш с вами университет, да, действительно давал, это же не просто вот объем, сумму знаний, да, это же и социум, да, получается определенный. Вот. И поэтому, мне кажется, вот то раннее развитие, на которое много упирают наши взрослые, считая, что вот просто нужно его как можно больше раньше дать, это не совсем верно. Вот. Нужно вкладываться в ребенка, но развивая его соответственно его возрастному периоду. Нет, но вот все-таки Алиса Теплякова — это такой, конечно, случай уникальный, что 9 лет, да, но тем не менее у нас же есть, допустим, та же школа Алексеевой, и у нее, ну, там много примеров, когда там ребята заканчивали 12 лет, 14 лет, поступали в университет. Вот. Да, эта система у Нины Афанасьевны, конечно, есть, да, тут никак нельзя поспорить о том, что вот такие дети, которые за 5-6 лет, да, но у нее есть и программа за 9 лет, да, заканчивают школы, они все достаточно успешно учатся в вузах, да, и как бы экономят определенное время. Но здесь все равно, я думаю, что должно быть какое-то научное исследование для того, чтобы точно подтвердить, что это
в общем-то, скажем, не повредил этим детям как личности, да, в развитии личности. Ну, конечно, я знаю нескольких наших успешных людей, которые, можно сказать, нашу инновационную сферу даже развивают в республике, да. И да, я подтверждаю, что в принципе, наверное, для них это был хороший опыт, да. Но это все уникально на самом деле. Я хочу напомнить, что мы работаем в прямом эфире, и задать вопрос можно, позвонив в студию по номеру 8 41 12 42 14 39 или отправить текстовое сообщение на номер горячей линии в мессенджере WhatsApp +7 914 235 0502. Владимир Анатольевич, ну давайте, мы уже так отвлеклись, начали с человеческого капитала и так далее. Давайте вот конкретно про фонд будущих поколений, да, чем он занимается, какая у него цель, что это вообще такое, вот для зрителей давайте поясним. Ну да, вот целевой фонд будущих поколений, вот даже название такое необычное, да, на самом деле. И в него действительно вкладывался очень хороший смысл. Когда наша республика обрела суверенитет, в принципе, стали оставаться какие-то, значит, богатства, да, в частности, алмазы, да, частично в нашей республике. И вот первый президент России, тогда еще Борис Николаевич Ельцин, издал соответствующий указ, чтобы о создании вот такого специального, значит, специальной такой организации, да. А первый президент республики Михаил Ефимович Николаев, да, создал вот именно вот фонд и вот в это название, в принципе, вложил то, что на самом деле ожидается от этого фонда. То есть фонд должен был заниматься по задумке, да, получается, зачинателей его, да, не такими какими-то, значит, сиюминутными делами, не латанием дыр. В 90-х годах, конечно, было проблем много, а именно он должен был смотреть вперед, в будущее и делать то, что даст уверенность действительно в таком, ну, как говорят, светлом будущем, да. Вот, поэтому вот наш фонд, он действительно за почти 30 лет существования, в принципе, сделал много очень интересного, хорошего, да. Ну, достаточно перечислить вот 130 объектов, даже чуть больше уже стало, да. Вот, ну и вот наши известные объекты, да, допустим, Центр материнства и детства, стадион Туймада, цирк, да, это уникальные объекты, которые действительно, можно сказать, помогли раскрыться человеческому потенциалу, человеческому капиталу нашей республики, да. То есть мы уже немножко стали другими, имея эти объекты. Вот, поэтому вот я вкладываю такой смысл, что это, да, это, вообще говоря, фонд «Будущее поколение» — это та организация, которая именно отвечает за то, чтобы будущее наше было стабильным, устойчивым, и вот наше сообщество, да, которое будет в будущем, оно обладало определенными такими человеческими характеристиками. Но с объектами понятно, как бы это вот, ну, какие-то глобальные объекты, которые нужны республике, нужны там вперед на будущее, там тот же первый цирк, самый северный и так далее. Это понятно. А вот, ну, допустим, есть фонд Потанина, да, с ним понятно, он дает там, ну, стипендии талантливым детям. А вот у нашего фонда есть и медиаторы, там вот конкретная какая-то такая поддержка? Ну, вот действительно получается, работа фонда, она как будто бы состоит действительно из создания инфраструктуры, да, и через инфраструктуру влияние там на будущее, да. Но вот как раз-таки в прошлом году, когда я был назначен руководителем фонда, глава республики Арсений Сергеевич Николаев, он поставил такую задачу, чтобы все-таки наш фонд занимался и содержательной работой. То есть не только он как бы занимался инфраструктурой, да. И действительно мы поработали в 2020 году, весь 2020 год над новой концепцией, так? И вот уже 2021 год, это первый год реализации концепции, которая рассчитана на 5 лет, так? И с целевым видением до 2032 года. Как вы знаете, наша стратегия социально-экономического развития республики до 2032 года, и цель номер 1 в этой стратегии – это развитие конкурентоспособного человеческого капитала. И, соответственно, этой стратегии мы как раз-таки свою нишу и занимаем, да, подготовки человеческого капитала. И вот миссию, которую мы выработали для себя и даже уже внесли в уставные документы, да, и как бы следуем ею, да, следуем этой миссии, значит, она формулируется таким образом, что мы должны развивать физический, духовный, интеллектуальный, творческий потенциал детей и молодежи, консолидируя усилия бизнеса, государства, общества и во имя устойчивого развития республики, страны и даже мира.
Но звучит классно, Вот, что конкретно? Что да, конкретно? Совершенно верно. И вот тот тезис, который я в самом начале сказал, что нужно начинать с самого раннего возраста, да, мы действительно решили начать с этого и создали вот с начала 2021 года, как раз таки уже работает автономная некоммерческая организация, мы учредитель, называется она «Лаборатория детства». И мы ее создали именно с целью того, чтобы исследовать, понять, как же все-таки вот развиваются наши дети. И с точки зрения и психологии, и с точки зрения физиологии, да, вот. И есть интересные уже результаты, хотя эти исследования такие лонгитюдные, проект рассчитан минимум на 3 года, да, но вот могу, как говорится, поделиться таким уже инсайдерской информацией, да, это должно быть опубликовано, но тем не менее уже известно, да, что, например, есть некоторые факторы, которые надо нам явно корректировать, да. Это касается, например, именно общения с нашими детьми. Да? Наши родители, оказывается, уделяют внимание своим детям, не так много, скажем, внимания. Да? Они достаточно холодны в общении с своими детьми. То есть я имею в виду эмоционально. Да? Это были проведены специальные, значит, тестирования, да, и сравнения с другими регионами. И этот же факт подтверждает то, что наши дети, оказывается, опять же, да, по этим исследованиям, больше всех остальных регионов, даже Москвы, Казани, да, сидят в гаджетах. То есть они предоставлены самому себе и сидят в гаджетах. Вот, собственно говоря, да, наши дети как. И другой тревожащий факт, уже чисто вот такой, ну, по физическому такому развитию, да, оказывается, практически у 100% наших детей нехватка йода. А йод, как мы знаем, это уже интеллект, да, и, соответственно, если мы заботимся о нашем будущем поколении, конечно, нужно с этим что-то делать. И вот наша лаборатория детства, уже мы заработаем совместно с Министерством здравоохранения, значит, с Северо-Восточным федеральным университетом, да, и должны разработать определенные программы, методики, да, вот как, вообще говоря, работать в такой ситуации с детьми. Вот. Ну и другое исследование, другое направление вот этой же лаборатории, да, связано с помощью детям, которые вот сейчас, значит, ну, как отстают в развитии, скажем, да. Есть такое понятие ранняя помощь, да, есть целая федеральная концепция, но мы вот работаем с реабилитационным центром, да, и опять же проводим разные исследования, и не только исследования, но мы уже конкретно помогаем созданию муниципальных таких центров, где именно с детьми раннего возраста, а нужно до 3 лет, а вообще желательно даже лучше всего до года уже распознавать ну, определенные проблемы и с ними бороться. Тогда ребенок может вернуться к возрастной норме довольно так спокойно. Вот конкретно дела, которые мы начали именно с фундамента. Есть у нас еще и дела дальше. Нет, ну это, это очень здорово, потому что порой занимаются всегда талантливыми детьми, да, понятно, которые нуждаются в поддержке, и забывают вот часто про детей действительно с какими-то проблемами в развитии. Это очень такая важная тема. У нас есть вопрос на WhatsApp от многодетной мамы. Что вы думаете о поддержке многодетных? У нас же год матери, Асин Сергеевич объявил. Вот в год матери у вас какие-то планы есть особенные? Значит, у нас в год матери, это, конечно же, получается как раз-таки год, в котором как бы все воедино, да, мы, получается, работаем как бы с детьми, с маленького возраста. Это кто? А тут пошли еще раньше. А тут, получается, надо работать с матерями, да, тем более, что вот, как сказал один такой очень известный человек в области развития детей, да, Михаил Казинник, музыкант, да, педагог, нужно для того, чтобы воспитать выдающегося музыканта, нужно начинать за 9 месяцев до рождения его матери. То есть даже не его, а его матери. Поэтому работа с матерями, работа с будущими матерями, да, это, конечно, очень важно. И мы сейчас уже с Ассоциацией российских матерей уже задумываем определенные планы, да. Но, конечно, для нас вот послание главы прозвучало, ну, таким, как бы, можно сказать, показал нам направление, в котором мы еще как бы имеем возможность и как бы
как сказать, совершенствовать нашу работу, да, и, соответственно, мы будем работать в этом направлении обязательно. То есть Да. тут Да. в эту сторону еще Да, тоже можно пока у приложить нас есть усилия. проекты конкретно на детей, но мы начали уже на педагогов, да, сейчас, получается, надо с семьями. Ну вот то, что я сказал, вот эти вот йод и прочее, да, вот, вот взаимодействие родителей с детьми и так далее, мы вот планируем выпустить прямо методические указания, можно сказать, да, ну или просто, может быть, памятки, или просто вот какие-то разъяснения, как надо, вообще говоря, родителям взаимодействовать с своими детьми. Конечно, многодетные семьи – это вот вообще уникальное явление, где в семье, там, понятно, не только мама с ребенком, но и брат с сестрой и так далее. Это целый такой социум свой. И я думаю, что многодетные семьи, они на самом деле, ну, такой очень хороший живой организм, где вот ребенок может действительно развиваться и социализироваться. Да. Ну, та же Алиса Теплякова, упомянутая нами, там 4 детей, по-моему, их 4 или 5 их в семье детей. Но, тем не менее, фонд все-таки основная его деятельность это финансовая, да, и вот на какие средства реализуется деятельность фонда? То есть, потому что ну, большинство зрителей, наверное, вообще не задумывалось никогда. Некоторые, которые знают, они думают, что это вот, ну, деньги Алроса, на которые строятся какие-то объекты. Ну, вот так вот по-простому. Да, действительно, значит, во многом, во-первых, они правы, потому что деньги действительно, основные деньги от Алроса. И, во-вторых, действительно, основная масса денег идет на инфраструктуру, ну, потому что это дорого, да, поэтому это нужно делать, да. Вот. Но, тем не менее, мы вот сейчас уже в рамках реализации нашей новой миссии, да, нашей новой концепции работаем над системными проектами, то есть более комплексного такого характера, которые и инфраструктура, и, соответственно, содержание, да, все воедино. Например, я могу потом подробнее рассказать про парк будущих поколений, да, а так сейчас я бы хотел, конечно, поблагодарить наших жертвователей, как мы их называем, да, которые делают пожертвования в наш фонд. И в этом году мы значительно, значит, поступления увеличились в этом году. Не только от Алроса мы получали, но и от Тасюряхнефтегаздобыча, да, от Полиметалла, Полюса, Алдана. Ну, если перечислять, то довольно-таки много, да. Вот. Но мы, конечно, хотим, чтобы крупные компании действительно считали нас надежным партнером. С Алросом у нас очень хорошие партнерские отношения, да. Вот та социальная ответственность, которую Алроса проявляет по отношению к республике, да, понятно, там они платят налоги, платят дивиденды, но через фонд они могут также вот выражать именно свою социальную ответственность, да, вот за тот регион, в котором они работают. То есть мы действительно тот, можно сказать, финансовый инструмент, но финансовый инструмент с мозгами, можно так сказать, да, с компетенциями, которые может действительно вложить деньги туда, где видна реальная отдача. Отдача вот именно в развитии республики, в развитии именно человеческого капитала республики. То есть это вы сейчас говорите об вот модная концепция ESG, да, вот Environment, да, Social да. Governance, Да. бережное экологичное Да. управление Конечно, корпоративное. вот то, что вот сейчас это действительно, вот это направление ESG, да, значит, особенно экологическая составляющая, да, она как бы вот в мировой повестке, да, все мировые компании сейчас как бы стремятся соответствовать этому, да. Но поскольку на самом деле мы все действительно уже сейчас понимаем, что Земля-то она маленькая, да, и можно очень быстро тут все ресурсы оттуда выкачать, и дальше мы сами рубим сук, на котором мы сидим, да. И, соответственно, нужно быть действительно ответственным за вот ту землю, которая у нас есть, да. А крупные компании, они действительно обладают большими ресурсами, и разрушительными ресурсами, и ресурсами, которые можно, наоборот, пустить во благо. Да? И поэтому сейчас вот и банковские структуры, финансовые различные, да, институты, они уже строят такие определенные механизмы, чтобы компании, которые вот соответствуют вот этому как бы, вот такой вот ESG ответственности, можно сказать, да, чтобы они имели преимущество. И тогда, собственно говоря, вот эти компании будут, ну, как сказать, они все превратятся в, так, условно говоря, зеленые компании, их еще так называют, да, как компании, которые вот эту политику придерживаются. Ну, кстати говоря, вот та же самая Алроса, да, она сейчас серьезное внимание этому уделяет, да, есть даже специальный комитет в наблюдательном совете по вот этому вопросу, да. Вот. Алмаз-Эргенбанк у нас уже себя позиционирует как методический такой центр по работе вот с теми
клиентами, которые у него обслуживаются, да, ну и мы, соответственно, тоже в этой повестке, как говорится, играем не последнюю роль, и не только как инструмент, скажем, да, но мы и сами, в общем-то, пропагандируем, можно сказать, вот эту вот экологичность, да. Есть у нас и проекты, связанные с экологическим воспитанием, да, совместно с Министерством экологии. Ну и вообще вот тот же самый наш парк будущих поколений, мы считаем, что главный принцип там должен быть именно экологичность. Ну, давайте вот про парк будущих поколений подробнее Да. расскажите, что это будет. Действительно, это всех так сейчас интересует, да? Вот, и, знаете, это такое, ну, нечто такое большое загадочное, да, про которое мы даже сами сейчас не все знаем, да? Просто по той причине, что мы его создаем. И создаем именно с детьми и молодежью. Вот последние несколько недель я очень интенсивно общался именно с детьми и молодежью, потому что вот, несмотря на то, что мы этот парк построим только в 2025 году, вот срок окончания строительства 2025 год, да, тем не менее мы же уже сейчас начинаем создавать такое сообщество, которое, ну, будет вокруг этого парка и, собственно говоря, будет потом непосредственно в самом парке присутствовать, да, и это будет как бы центром такого притяжения этого сообщества. Мы там планируем, ну, вообще рассматриваем парк не просто как вот парк, как говорится, культуры и отдыха, да, но и парк, который действительно, ну, будет формировать сознание, формировать личность людей, да, детей, молодежи, которые там будут, да, и даже само вот это вот пространство, которое там будет, оно будет как бы способствовать, ну, такому креативному восприятию мира. То есть вот мы же говорим о том, что вот мир идет в сторону там искусственного интеллекта, там, да, автоматизации, роботизации, но для того, чтобы человеку в таком мире быть, вообще говоря, ну, востребованным, да, и успешным, необходимо быть креативным. Вот творчество — это то, что отличает человека От животного, в общем. от машины, скажем так, да. Вот, и поэтому вот там очень креативная, на самом деле, архитектура. Получается, ну, между прочим, даже само начало было очень таким, можно сказать, необычным. То, что это был большой архитектурный конкурс, всероссийский. Значит, председателем жюри был сам глава республики, да. Много российских известных компаний приняло участие в этом конкурсе. И выиграла компания, значит, точнее даже не компания, а консорциум архитектурная мастерская «Атриум» московская и наша, значит, компания «База-14». Вот этот консорциум выиграл и, соответственно, разработал вот этот проект. И этот проект уже, несмотря на то, что мы только начинаем строительство, уже выиграл 3 архитектурные премии на разных международных конкурсах. То есть это, на самом деле, как говорится, стоит увидеть, как говорится. Вот. А вот внутреннее наполнение, да, внутреннее наполнение, оно у нас многократно дискутировалось на разных уровнях, да, подвергалось критике даже, да. Было много исследований, связанных вот именно среди детей и молодежи. Что же все-таки хотят дети, да? Ну, дети хотят исполнения мечты своей, скажем, да. Вот. Мы думаем, что там будет, ну, такое, можно сказать, открытое пространство. Вот сегодня же модные вот эти коворкинги, да, такие вот какие-то пространства, меняющие свою конфигурацию и так далее, да. Вот это будет, да, с Национальной библиотекой, которая сейчас у нас как основной партнер в этом проекте выступает, да. Мы планируем, чтобы там был такой открытый доступ к информации, да, то есть там будет, как они называют, free library, да. Вот. Ну и, соответственно, мы, когда говорим о креативности, в общем-то, мы знаем, что у нас есть там целая корпорация развития Якутии, которая занята развитием креативной экономики. И мы, собственно говоря, вот детей будем ориентировать именно туда, да. И вот все востребованные навыки, которые нужны ребенку в 21 веке, да, включая вот личностные, включая какие-то навыки, связанные, там, допустим, с предпринимательством, значит, с проектной деятельностью, да, цифровые навыки. Вот это все будем там развивать, да. Ну и кроме того, мы думаем, что надо там взять и определенные такие самые, можно сказать, ключевые направления креативных индустрий, в которых вот дети могут уже сейчас что-то делать реальное. Вот мы сейчас провели, например, образовательную программу, связанную с предпринимательством и бизнесом, и у нас отучилось 200 детей. Вот там был такой смешанный формат, очный, дистанционный, очный, да, 3 модуля. В конце они представили проекты, да. Вот те 6 проектов, которые нам представили, они на самом деле были очень такие, очень интересные, и некоторые из них, как сегодня говорят, явно полетят, да.
То есть, Это бизнес-проекты, это да? бизнес-проекты, да, бизнес-проекты, которые вот, проект «Победитель», я думаю, что он может прямо там вот уже скоро приносить доход, скажем так, да. Вот, то есть наши дети очень талантливы. Так? Затем, значит, проекты связаны с медиа. Вот тоже у нас прошла программа, вот буквально в это воскресенье был финал, и тоже дети представили, значит, 5 проектов, да, и, соответственно, проекты связаны с продвижением брендов, известных брендов, вот наших якутских брендов, да, в частности, ну, в основном даже, да. И они придумывали вот такие вот интересные какие-то вот моменты, да, как можно вот именно сделать бренд узнаваемым, продвигать и так далее, да. Вот. И поэтому, мне кажется, наши дети уже сейчас готовы на самом деле оказывать услуги фактически, да, вот нашим бизнесменам по ну, вот, каким-то вот таким интересным креативным вещам, да, ну, по бренду, да, по графике, по, значит, там, каким-то маркетинговым вещам, да, в общем, на самом деле это все очень как бы и востребовано, и перспективно. Ну, дети сейчас действительно немножко другие, да. Вот Да. сегодня в соцсетях в якутских я видела фотографию, там объявление просто из дома по Короленко. Мальчик пишет, там, меня зовут так-то, мне 12 лет, мне нужны деньги на мечту, поэтому я предлагаю вам за 150 рублей в месяц я буду выносить ваш мусор. Да, это классная была идея, да, бизнес-идея, да. Можно было. Ну, я почти готов воспользоваться этой идеей, да, как бы, ну, в смысле предложением, да, если бы это было в моем подъезде, да. Вот, то есть человек в 12 лет, он уже не думает о том, что нужно там просить у родителей или там писать письмо Деду Морозу, да, а конкретно... Да, это вот предпринимательское мышление, вот, когда ты видишь проблему, видишь ее как возможность. Не как то, что тебе ставят преграду, а как то, что если ты ее разрешишь, то ты, в общем-то, получишь возможность не только себе, но и людям, как говорится. А какие вот еще навыки нужно детям развивать в 21 веке? Вот есть целый перечень так называемых ключевых навыков. Есть, как есть бы, атлас будущих профессий, я знаю. Будущих профессий. Есть целые такие, можно сказать, институты, да, которые занимаются вот этими перечнями ключевых навыков. Да. Конечно, у нас мир очень сложный становится, да, очень непредсказуемый, как говорят, неоднозначный и так далее. Да, это как еще термин такой вукамир даже специально придумали. Да. И, конечно же, дети должны уметь обращаться с информацией, во-первых. Да? То есть этот огромный объем информации. Но я думаю, с этим дети наши справляются, потому что вот они же с детства уже вот с этими гаджетами и прочее, да, и как говорится, могут в параллельных мирах, как говорится, делать разные вещи. Да? Вот. Но вот то, что, может быть, дети сами не могут, как бы, и нужно как бы в этом помочь, да, это вот какие-то именно коммуникационные навыки, я бы так сказал, да. Вот даже вот получается при педагоге, а мы привлекли педагогов таких не местных, скажем, да, тоже таких известный бренд, скажем, да, который проводил нашу бизнес-программу «Дети MBA» называется, да. Вот они обратили внимание, что наши дети очень скромные. То есть они очень скромные, боятся как бы вот именно как-то выглядеть, может быть, не так, да. Ну, то есть, если вот в американской культуре все построено там во многом на самопрезентации, да, и это такой важный навык, то есть ты должен мало того, что придумать какую-то идею, да, ты должен ее красиво презентовать, и это, ну, там, 50%, наверное, точно успеха от того, как ты там это себя заявишь, как ты... Они же даже сочинения пишут вступительные с описанием своих успехов. Вот. И, ну, а в нашей ментальности все же абсолютно по-другому, да, нас же учили быть скромными. И вот, кстати говоря, был же вот в марте форум, да, значит, университетов, и там как раз-таки работодатели отметили как раз именно на первом месте, да, какое качество вот хотели бы, вот именно навык самопрезентации. То есть приходит молодой человек, и он зачастую обладает хорошими навыками, что-то умеет действительно, да, уникальное, но при этом он, ну, зажат, скован и как-то вот не может показать, что он умеет, да. Ну и бывают, конечно, и противоположные примеры, когда приходят там с большими амбициями, как говорится, да, с большими запросами, там, да, да. Поэтому вот именно как бы
умение себя презентовать, четко показать, что ты умеешь, да, и самому еще четко это себе понимать, да, как ты вот позиционируешься в мире, это, конечно, очень важно. Ну, то есть без этого уже теперь никуда, да? Да, без этого, я думаю, что вот именно, вот, скажем, даже популярность, вот сейчас разные образовательные программы, вот, есть вот бренд, связанные с брендированием, да, это вот как раз-таки помогает людям как бы себя ну, показать миру, да. Сейчас же получается действительно очень большой информационный поток, и глаз должен как-то зацепиться за что-то, да, для того, чтобы на тебя обратили внимание. И поэтому, собственно говоря, ну даже журналистика, вы знаете, да, что она как журналистика заголовка фактически, да, получается. Поэтому, конечно, вот этот навык есть, да. Но тем не менее, это получается он какой-то такой индивидуалистический навык, да. Но очень важно все-таки вот умение работать в команде. Сейчас, ну, время одиночка, говорят, даже прошло, да, практически, да, потому что многие вещи, да, ну, невозможно сделать в одиночку, да. Вот мы, например, говорим о той же креативной экономике, да. Мы говорим там о, допустим, индустрии кино, например, да, или там индустрия, там, допустим, анимации и так далее, да. Здесь же не только просто вот один художник сотворил или там актер сыграл, да, работает целая команда, которая вот, собственно говоря, все это преподносит, ну, конечному потребителю, пользователю, да, который это все как бы либо смотрит, либо там как-то То есть коммуникативные навыки, эмоциональный интеллект, да, про который сейчас да, говорят. кстати говоря, вот тот же самый Джек Ма, да, он же говорит о том, что вот там у нас есть там IQ, да, потом есть, стали говорить про EQ, да, эмоциональный интеллект, а он еще говорит про LQ, А это что? от слова love. Ага. То есть на самом деле нужно уметь любить еще. То Это отдельный прям вид интеллекта. Это фактически отдельный вид интеллекта, да. И вот на самом деле, вот как раз-таки вот, когда мы говорим о родителях, да, вот действительно надо уметь любить своих детей. Вот часто у меня спрашивают, вот мой ребенок такой-сякой, там он, значит, я не знаю, куда он пойдет, значит, и вот я его хочу туда, а он не хочет туда, хочу это, ну и так далее, да. То есть пытается родитель активно влиять на ребенка и куда-то направлять туда, куда как бы он считает нужным, да, вот. Вот. А на самом деле любящий родитель, он, конечно же, постарается понять своего ребенка, да, значит, все-таки за ним наблюдать и помогать ему вот самому сделать свой выбор. Вот. Поэтому вот я считаю, что вот этот LQ, да, тоже очень важно. Хотя о нем сейчас не так много говорят. А есть еще такое мнение, что не бывает неталантливых детей, что все дети талантливые, нужно просто, ну, Так и есть. ну просто у всех разные там стартовые позиции, разные Совершенно родители, верно, да, совершенно и верно. разные возможности развивать там, эти таланты. Сейчас на самом деле вот как бы современные исследования достаточно далеко продвинулись, да, и там примерно как бы даже определяют соотношение между там наследственными факторами и факторами среды, допустим, да. Вот, но даже и без таких точных исследований понятно, что человек с одними и теми же задатками, помещенный в разную среду, он покажет совершенно разные результаты, да. Среда должна быть очень мотивирующей, да. Вот я по своему личному примеру скажу, это может быть не среда, но такой элемент, да, что мне после 3 класса попалась в руки книжка «Занимательная физика». Ну, Перельмана. Перельмана, кстати говоря, да, знаете, да? Да. Вот, замечательная книжка, хотя я вот... Я тоже абсолютный гуманитарий, но в детстве я ее прям с интересом Ну вот, читала, вот, там вот вот. эти Ну, у вас, видимо, опыты делала. Видимо, у вас эта самая гуманитарная составляющая оказалась сильной и перетянула, да? А меня эта книжка так увлекла, и вот я, собственно, стал как-то не гуманитарием, да? Вот, именно поэтому. Вот, поэтому, мне кажется, часто ребенку нужно именно вот какое-то вдохновение, какой-то, как сейчас модно говорят, инсайт и так далее, да? И тогда появляется мотивация. Когда есть мотивация, на самом деле все преодолимо. У меня, опять же, есть пример из личной практики. У меня был, значит, мальчик, который, ну так, средний, скажем, учился по математике. Ну, я как преподаватель математики был в школе, да, дополнительные занятия вел, кружки, да. И вот однажды он ко мне в 10 классе заявляется и говорит: я хочу поступить в МГУ, на мехмат. Ну, я на него так смотрю. Ну, где ты, где Дима, мехмат? ну так, Дима, ну я, как говорится, педагог, и поэтому я не могу ему так сказать прямо, да, но вот как-то вот как бы подвожу его к этой мысли, Да, что... может быть, другой университет, типа, может быть, не мехмат, может, журфак. Да, а мальчик что-то, вот он начал, значит, как бы меня буквально преследовать. Я же, получается, вел занятия в его школе,
еще в одной школе, вел в университете, да, ну еще там, еще где-то, да, и, соответственно, он постоянно, значит, за мной по пятам ходит, да, преследует, можно сказать. Вот, и добился своего, поступил на мехмат, его успешно кончил, аспирантура окончил, да, и, значит, вот успешно сейчас трудится, как говорится, в IT-отрасли. Вот. Так что, как говорится, еще как бы, если не ошибаюсь, да, Гёте отметил, что успех – это только 1% таланта, 99% – это труд. Так что так. Слушайте, очень, очень здорово и интересно, но у нас уже на самом деле время программы подходит к концу. Вот, и может быть что-то, ну скоро Новый год все-таки, да, может быть что-то пожелаете, обратитесь к детям, к родителям, наверное, скорее. Смотреть сюда надо, да? Ну, можете. Значит, конечно, сегодня такие предпраздничные дни. Да, я уже сказал, что дети, с которыми я общаюсь, да, которые вот у нас, с которыми мы как бы встречаемся в рамках парка, они ждут исполнения своих мечтаний. Да. На самом деле мечты есть у каждого. И, наверное, все вот в этот Новый год их загадают. Да. Я хотел бы пожелать, чтобы все ваши мечты исполнились, все светлое, доброе, которое вы задумали, чтобы оно исполнилось. Да. И, конечно же, чтобы 2022 год, год столетия республики, ознаменовался большими такими радостными событиями, достижениями республики, да, и чтобы успех пришел вот каждому и ребенку, и взрослому. Всем счастья, здоровья и благополучия. Спасибо большое, Владимир Анатольевич, за интересную беседу. Успехов вам и вашему фонду во всем. На этом выпуск программы «Якутия Лайф» подошел к концу. Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия. Джинса с нами теплее.